Здравствуйте, смотрите в сегодняшнем выпуске. Президент Туркменистана прибыл с рабочим визитом в Джиду. В Ашхабаде идет подготовка к военному параду, создан Совет старейшин Халк Маслихаты и другие новости. Президент Сердар Бердымухамедов примет участие в саммите глав государств-членов Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива и стран Центральной Азии, который состоится сегодня в Джиде. На повестку дня саммита вынесены актуальные вопросы межгосударственного сотрудничества. Подготовка к военному параду по случаю 32-й годовщины независимости Туркменистана, которая будет отмечаться 27 сентября 2023 года, идет по плану. Об этом президенту Сердару Бердымухамедову, верховному главнокомандующему вооруженными силами страны, доложил секретарь Госсовета безопасности, министр обороны Бегенч Гундагдыев. В Туркменистане при высшем представительном органе народной власти создан Совет старейшин. Соответствующее постановление было принято на заседании Президиума Халк Маслихаты Туркменистана. Документом утверждены положения о Совете старейшин Халк Маслихаты Туркменистана и его состав. Институт международных отношений Министерства иностранных дел Туркменистана начал прием документов от абитуриентов, желающих поступить на магистратуру по 4 направлениям подготовки: политические науки и регионоведение, юриспруденция, экономика и управление, средства массовой информации и информационно-библиотечное дело. Прием документов будет проходить с 17 по 30 июля в Ашхабаде и вилаятских центрах. Вступительные экзамены и зачисления состоятся 8-9 августа в институте. Обучение будет осуществляться на платной основе на туркменском языке. За январь-июнь текущего года в Ашхабаде было сдано в эксплуатацию 90 объектов жилищной инфраструктуры, рассчитанных на 707 семей, в том числе 9 4- и двухэтажные дома в разных районах города. Администрация города также проводила работу по благоустройству, озеленению и поддержанию чистоты и порядка в столице, обеспечивала бесперебойное функционирование социальной инфраструктуры. Частная страховая компания «Resmi Kepil» предлагает гражданам Туркменистана широкий спектр страховых услуг, осуществляя свою деятельность по страхованию имущественных и личных интересов, ответственности, а также по перестрахованию. Разбился экран дорогого смартфона, посылка из-за границы повредилась в пути, офис или домашнее имущество сгорело в пожаре или затопило, случайно получили травму во время поездки за границу или внутри страны, автомобиль неожиданно попал в аварию. Все эти непредвиденные ситуации можно застраховать компанией «Resmi Kepil». 19 июля исполняется 130 лет со дня рождения всемирно известного поэта и драматурга Владимира Маяковского. В посвящение знаменательной дате с 15 по 23 июля в Москве проходят разнообразные мероприятия. Всего запланировано больше 50, к которым активно подключились актеры московских театров, музейные сотрудники и поэты. Терминал Т-2 в аэропорту Домодедово стал принимать все международные рейсы. Пассажирам, которые летят за границу, нужно идти к нулевой входной группе и отметкам А5, А7, Б5, Б7. Встречающим на машине предназначен нижний уровень эстакады, отметки F1, F4, G1, G4 и H1, H4. Новый сегмент терминала Т-2 открылся 11 июля и увеличил площадь аэропорта до почти 500 тысяч квадратных метров. Первые рейсы в новом терминале были приняты в тот же день. Первые встречи полуфинальной стадии Кубка Туркменистана по футболу состоятся 28 сентября. В этот день Мерв примет Ахал, а Алты-Насыр сыграет с Аркадагом. Как сообщает официальный сайт Федерации футбола Туркменистана, ответные полуфинальные игры Кубка Туркменистана будут сыграны 20 октября 2023 года. Место и дата финального матча будут объявлены дополнительно. Защитник Бахтияр Гургенов, известный туркменским футбольным болельщикам по выступлениям за ашхабадский Капедак и Алты-Насыр, пополнил состав Кызылкума из Наваи, выступающего в Суперлиге Узбекистана. Как сообщает чемпионат Азии, в межсезонье Кызылкум привлек несколько новых футболистов в состав своей команды. Одним из них был 25-летний защитник Бахтияр Гургенов. Ахал возобновил тренировочный процесс после небольшого перерыва. Среди футболистов, которые присоединились к клубу, вратарь Рахат Джапаров, чемпион Киргизстана 2022 и бронзовый призер Таджикистана 2021. Кроме Джапарова, в состав Ахала вошли еще 7 новичков. Они будут помогать команде в борьбе за чемпионский титул и выступлении в групповом этапе Лиги чемпионов АФК сезона 2023-2024. На сегодня это все. Желаю вам хорошего завершения дня. Увидимся завтра. И не забывайте, что Туркменпортал – ваш самый надежный источник новостей.